Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, какие невероятные планы у него на вас есть. А главное, к чему готовиться вам, как реагировать на его поступки. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите: мой хороший, что ты там напланировал, чего от меня ждешь, ну и к чему мне готовиться. Я думаю, все уже загадали, все уже настроились. Убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, пусть высшие силы закроют нам то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем Командир. Он у вас командир. Любит быть номером один, любит покомандовать. Еще, кстати, капризный мужчина. Легко обижается, долго дуется, да, и очень тяжело отходит. Кстати, он еще у вас очень неплохой актер. Да. Стал бы популярным, если бы пошел в актерство. А может быть, он уже актер, мои хорошие. Работает в театре, либо снимается в кино. Ну, посмотрите, ну правда, артист. Вот то, что я вижу, я готова прям аплодировать. Умеет прикинуться, умеет играть. Вот как вживается он, да, вот в роль обиженного, либо в роль горячего, страстно влюбленного в мужчину. Вы знаете, какой он на самом деле, он даже сам не знает. И даже мама его родная тоже не знает. Он, знаете, мне вот по энергетике напоминает как такой весенний ветерочек, да. То он тепленький, то он холодненький, то в одну сторону, то в другую сторону, да. Пойди пойми, куда этот ветерочек дует, когда он начнется, когда закончится. Вот и мужчина такой неспокойный. Но девочки умеет очаровать, знает, как подойти к женщине, знает, как ее зацепить, и он нравится. Вот прям с первого взгляда уже нравится. Умеет привлекать внимание. И, кстати, он очень любит, когда им интересуются, да, как личностью, как персоной. Это, кстати, его слабое место, девочки. Слабое, я думаю, вы знаете. Там любой, да, его там зацепит, какой-то комплиментик, полукомплиментик ему сделает, и все, и ваш уже поплыл. И там уже и друзья, и все на свете. Так, мои хорошие, что касается его планов. Ему очень хочется, чтобы вы что-то сделали по его, вот как он это видит. Как это не подчинение себе, а такая хитрая игра, да, типа я догонялки, я убегаю, ты меня догоняешь. Почему-то ему нужно от вас каких-то доказательств. Доказательства, что любите. Доказательства, что он вам нужен. Причем нужен больше, чем все на свете. Может что-то разыграть. Либо разыграет какую-то проблему, драму, что, о боже, меня там на работе турнули, денег у меня нету, я там все потерял, обнищал и прочее. Либо прикинется смертельно больным. Знаете, такой, ну все, у меня 37,1, и я горю. Да? Вот типа такого. Или у меня 35,5, я остываю. Так может поступить девочки. Будет смотреть на вашу реакцию. Вот что вы будете делать? Начнете вы вокруг него, как заведенная юла, мотаться. Скажет, о, да, значит, я ей нужен. Если вы начнете мужчине говорить, да что ты тут симулируешь направо и налево, я все прекрасно про тебя знаю, вижу, что ты глаз один прищурил, может обидеться, может. Вот идет такое впечатление, что ему не хватает от вас внимания. Либо как-то вы себя повели, что его прямо, знаете, как льдом, да, вот сосулька огромная на голову упала и больно его ударила.
что-то произошло. А у кого-то отыграется, что мужчина приревновал, причем очень сильно приревновал. И вот так запомнил, значит, сам себе еще накрутил, и теперь, понимаете, и спать не может, и кушать не может, и все время об этом думает. Тут какая-то проверочка, девочки, будет. Задумал он вам проверочку. Вообще, смотрите, это вот самые ближайшие события. У него еще один план, но он его отодвигает. Вот этот второй план – это какой-то романтик с вами. Кому-то мужчина обещал поездку. Поездку, может быть, за город, на отдых, посетить какие-то места. Кого-то, может, мужчина вообще во Францию собрался, на Эйфелеву башню, вести предложение делать. Но вы все разные, и разные у вас отношения. Но он, вот еще раз повторю, да, какая-то была ситуация, которая его очень сильно напрягла. Вот. И он засомневался в вас, мои хорошие. Теперь думает так, ага, я пока вот эти все подарки, сюрпризы откладываю. Сначала я ее тут протестирую, проверю, испытаю на верность, на любовь, а потом уже прекрасная. Да, готовьтесь, мои хорошие. Видите, какой хитруган вам попался. Другой бы махнул, другой сказал, да ладно, раз со мной, значит любит. А этот нет, этот напрягся весь. Знаете, как кошки, когда дерутся, да, котики, он такой дыбом встал, шерсть вот так торчит, ушки прижал. Какой страшный зверь. Ревнует как, вы посмотрите. Смотрите, мужчина, которому он ревнует, ну, либо это ваш начальник, коллега, может быть. А может быть даже кто-то из ваших, ну, скажем так, родственников, да, дальних родственников. Кстати, тут такой мужчина, он даже к телевизору может ревновать, да, там, какому-нибудь мужчине с телеэкраном. Кем-то вы восхитились, а он такой раз весь уже задергался. Вот, тоже может быть. Поэтому, мои хорошие, готовьтесь к проверке. Что делать? Да подыграйте ему, мои хорошие, подыграйте. Но смертельно больной, а вы ему раз, как вот мне очень понравилось, забыла, программа называется, комедийная, там, где пришла мама к больному сыну и принесла клизму, говорит, сейчас будем тебя лечить. И сын очень быстро выздоровел. Вот. И вы ему тоже такое, какое-нибудь лекарство противное, горькое, там, горчичники, там, банки. Что может еще такое быть невкусное, когда вообще совсем не хочется болеть? Вот прям идите в аптеку и скажите, дайте мне прям самых ядреных каких-нибудь капель, либо самых горьких таблеток. Вот накормлю, полечу. Вот. А если будет прикидываться по поводу бедности, да, что он там где-то что-то потерял, чего-то там лишился, девчонки, ну придумайте тоже вот какой-то ему смешной отпор, ну типа подыграйте, да, скажите, о боже, что же делать? К сожалению, да, я все твои деньги там потратила, которые ты мне давал, там, либо на карте, либо еще, знаете, как скажите, что я внесла залог за что-то, да, предоплату внесла, и теперь вот все, катастрофа. Давай пойдем просить по миру, да, с протянутой рукой, будем у добрых людей просить. Ну, вроде как вы не отказали, вроде как и не уличили во лжи, но в то же время вы ему достойный отпор дали. Вот, чтобы у него была причина побыстрее выздороветь, да, либо побыстрее решить свои финансовые вопросы. Да, значит, играем, он играет, и вы играете. Пусть это будет не театр одного актера, но такая маленькая постановочка, да, там, где вы вдвоем в главных ролях. Так, мои хорошие, что еще хочу сказать? Ну, вот он вас любит, девочки, любит. Вообще у него план хороший. Вот с вами быть всю жизнь вместе, чего-то добиваться, делать. Ему почему-то хочется жилье свое. Может быть, у него есть, но вот какой-то у него проект. У него прям в голове какой-то необычный то ли домик, то ли квартирка. Какая-то мечта, да, вот чтобы с вами там жить и вот свое удовольствие. Вот хочется, очень хочется. А у кого-то из мужчин мечта куда-то уехать, переехать, но он только с вами хочет ехать, сам он не хочет, нет. Если вы не поедете, то и он не поедет. Здесь мужчина, в принципе, конечно, балованный, да, противненький, но, тем не менее, он любящий. Он любящий, и он о вас думает. Думает, кстати, очень часто. Не всегда, конечно, его мысли правильные, но тем не менее. Он все больше и больше в вас влюбляется, девочки, все больше и больше. Я вот вам еще что скажу. Тут он какую-то женщину послал недавно.
прям послал и прям так строго-настрого ей сказал: вот и не лезь, не подходи, обходи 10-й дорогой. Не знаю, знаете, не знаете, может быть, вы простили, чтобы он с этой женщиной не общался, может быть, какая-то неудавшаяся бывшая, да, но он какую-то женщину очень строго послал. И прям ей запретил, вот, чтобы к вам близко не подходила. Вот, он вас все-таки бережет. Бережет и переживает. Кстати, больше скажу, мужчина даже может за вами подслеживать немножко, да? Там, где вы, с кем вы. Может, знаете как, не встретить, ну вот физически, да, не прийти, не встретить, но при этом где-то вот идти за вами по следу и из-за всех деревьев выглядывать, как вы идете, да, он переживает, да, вдруг там что случится, нападет кто, либо пристанет кто-нибудь там с любовью и прочее. Интересный он человек. Вот вам с ним скучно никогда не будет. У вас вот с ним жизнь это как, ну, как поле чудес, да? Сектор приз, все улыбаются. Банкрот, ну все, разошлись по разным углам. Да. Вообще отношения очень перспективные. К чему вам готовиться? Готовьтесь к тому, что с этим человеком нужно выстраивать отношения. Идти вперед, создавать семью. Если вы уже в семье, укреплять вашу семью. То, что он такой интересный, ну, девочки, это изюминка, это его изюминка. Научитесь ему подыгрывать и поверьте, вы отобьете у него любую охоту вас проверять, либо что-то вам там говорить, делать. Так оно, девочки, и работает. Ну что, мои хорошие, судя по этой отсыпке, я могу сказать лишь только одно. Совет вам да любовь. Отношения интересные, отношения интенсивные, развивающиеся, это самое главное. И, конечно же, не скучные, очень яркие. Все у вас будет хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.